Агрепсу Тимур Михайловка. Мы сколько-то акалаки, накалаки, а ходас шукуешти, а сепша хокола успан садского зайцевера хаман и выпшим на панцакахан артамский тагдзина инжик цехаус их ответа глазаща акалаки внуцка его халат шужоб нас хатала хазад клуб и выпшим хархартука хункар актуны пунху хаважлар артаглазаща и выпшим проблему кваразны сейчас бы старок. Хатар скубадра зурабипа на панца и на куршуны яша ишзейта сверстахуб амза ровинска аквакалак хадара яцанаква усбартаква имя порго аусурапа ярубазги ашуксандранза хагуитако аусква рымепкаробрат зигиш зейта сверстахуб садзаткал растахуб бюджет анакза рашуме пысва ишзейта сверстахуб Ацарадыр, Аквабзер, Хчара, культура, спорт, Агана Хяла, Аквакалака Хадара, имя Пнаго Аусуропа. Исполнение бюджета столицы. Бюджет города Сухум на 2025 год был утвержден в размере 2 миллиарда 161 миллион 903 тысячи рублей. В июле 2025 года в бюджет были внесены изменения за счет переходящего остатка средств на 1 января 2025 года. И бюджет города увеличен в размере 150 миллионов рублей и суммы межбюджетного трансферта в размере 4 миллионов 716 тысяч рублей. С учетом этих изменений бюджет города утвержден в размере 2 миллиарда 316 миллионов 619 тысяч рублей. Всего межбюджетные трансферты составили 86 миллионов 716 тысяч рублей, из которых субсидии на зарплату социального блока из Российской Федерации составили 32 миллиона рублей, дотации 50 миллионов рублей, средств из резервного фонда президента 4 миллиона 716 тысяч рублей. Доходная часть бюджета за январь-август 2025 года при плане 1 миллиард 221 миллион 300 тысяч рублей составила 1 миллиард 315 миллионов 154 тысячи рублей. Исполнение 107,7%. Собственные доходы при плане 1 миллиард 187 миллионов рублей 337 тысяч, фактически поступило средств 1 миллиард 281 миллион 192 тысячи рублей, итого 107,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил на текущий период 77 миллионов рублей. По направлению образования в городе Сухум у нас 15 общеобразовательных школ, одна вспомогательная школа, одна очно-заочная школа, детско-юношеская спортивная школа и детский центр кружковой работы. В этом году в первый класс у нас пошли 801 ученик. Все школы были открыты своевременно. Школу закончили 568 человек. Есть определенные сложности у нас с количеством детей, которые у нас приходят в первые классы. К сожалению, иногда количество детей в одном классе достигает 40, иногда и более человек, поэтому где-то приходится и вторые смены организовывать и так далее. Но с этим вопросом управление образованием работает сейчас. Возможно, будут какие-то корректировки, переводы из одного в класс в другой. Вчера было совещание по этому вопросу, поэтому я думаю, что в ближайшее время все эти вопросы будут отрегулированы. В целом, по работе администрации хотелось бы отметить следующее. Значит, ежедневно все наши службы работают в таком рабочем трудовом режиме. В городе очень много проблем. В данный период есть проблемы с водоснабжением, которые связаны с засухой, как сообщают нам люди, которые работники водоканала, которые уже более 50 лет сотрудники работают в этом направлении. Они говорят, что такое они не наблюдали практически никогда. То есть все наши скважины, которые находятся по реке Киласур, можно сказать, они все пустые, сухие. Мы сейчас занимаемся тем, что привезли технику и прокачиваем, продуваем старые скважины и бурим новые скважины, и надеемся, что эта работа даст нам
результат. У нас в Сухуми две насосные станции, Гумистинская и Киласурская. Гумистинскую насосную станцию восстановили в рамках инвестиционной программы 2017-2019, а Киласурская станция требует капитального ремонта. Своими силами мы там проводим работы. Сейчас был заказан дорогостоящий насос, который вышел из строя. В ближайшую неделю он будет доставлен в республику и установлен. Также у нас по Гумистинской насосной тоже сейчас проблемы. Буквально 2 дня назад мы отключили один насос, потому что, можно сказать, он работает в холостую. Воды в скважинах также становится все меньше, и мы в этом смысле, можно сказать, бессильны, потому что мы ожидаем паводков и надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и наши скважины наполнятся водой. По поводу утилизации твердых бытовых отходов в городе Сухум. В этом году нами было приобретено 3 специализированные техники для уборки мусора. 200 евроконтейнеров дополнительно расставлено по городу. Всего по городу у нас 800 контейнеров, которые ежедневно, из которых мусор утилизируется. К сожалению, плечо доставки у нас очень длинное, нам приходится на полигон в город Гал возить. И хочу отметить, что наша специализированная техника, которая по городу собирает мусор, она не предназначена для таких больших перевозок. И мы наблюдаем то, что даже автомобили, которые нами были куплены буквально 2 месяца назад, и они очень быстро изнашиваются. Сегодня мы обратились в правительство для того, чтобы еще 2 специализированные техники помогли нам приобрести. Премьер-министр нам помог. В понедельник мы ожидаем оплату одной пока, и в дальнейшем, возможно, еще одну нам придется оперативно приобретать, потому что в августе особенно количество бытового мусора очень сильно увеличилось в городе. Также проблема остается в центральном рынке с утилизацией мусора. Проблема первая в том, что у нас нет доступа специализированной техники на территорию рынка. Нашим рабочим по ночам приходится весь этот бытовой мусор собирать вручную и приносить на близлежащую улицу для того, чтобы загрузить в грузовой автомобиль. Поэтому мы поставили задачу дирекции рынка обеспечить нам доступ на территорию рынка в ночное время. Там необходимо демонтировать некоторые торговые павильоны, которые расположены, как и ранее это было, для того, чтобы у нас была возможность увозить оттуда мусор. По капитальному ремонту дорог я хочу сказать, что за весь этот период наши службы, когда есть погодные условия для работы дорожно-ремонтно-строительного управления, ни на один день, можно сказать, работу не остановили. Мы практически всю центральную часть, там, где есть дорожное полотно и необходим был ямочный ремонт, мы эту работу в центральной части города сделали и продолжаем ее ежедневно. Нам очень помогает асфальтный завод и Кулерипшского района, ДРСУ. Так как у них сейчас есть работа, они работают по Абхазии, как вам известно, по инвестиционной программе. Нам тоже они присылают асфальт бесперебойно, поэтому наши службы работают. Кое-какую технику для наших служб мы тоже смогли в этом году приобрести, а в следующем году планируем уже полностью укомплектовать наше городское дорожно-ремонтно-строительное управление. Мы продолжаем работу по благоустройству тротуаров в центральной части города. Часть работы мы делаем за счет бюджета, но основную часть работ нам помогают бизнесмены, наши друзья, которые приобретают для нас тротуарную плитку, где-то они ее сами укладывают, где-то силами администрации, и такая работа будет продолжаться. По ремонту фасадов домов
Значит, мы уже отремонтировали один дом, объект историко-культурного наследия. На новой неделе мы уже приняли решение по капитальному ремонту фасада еще 2 домов по улице Арзенба, тоже памятники историко-культурного наследия, после чего мы будем заниматься благоустройством тротуарных зон у этих домов и, значит, архитектурной подсветкой. Было принято решение и было ваше поручение о том, что все фасады, которые мы отремонтируем, они должны быть подсвечены архитектурной подсветкой. Продолжается работа с нашими коллегами из Российской Федерации согласно ваших договоренностей по реконструкции набережной. Сегодня и вчера уже проходят геологические изыскания на набережной. Нас попросили проектировщики оказать им содействие, мы предоставили технику. Идет работа по подсветке насаждений деревьев на набережной Махаджиров. Сейчас к этому процессу также подключаются бизнесмены. Как вам известно, изначально была запланирована подсветка 6 эвкалиптов, колоннады здания администрации и 2 объектов, это замок Баграта и крепость Диаскурия. Но сегодня, согласно ваших договоренностей, принято решение о том, что Нижний Новгород нам будет помогать еще в подсветке 20 больших эвкалиптов. Значит, первый этап работы, о которых я сказал, должен быть завершен к 27 сентября, ко дню освобождения города, а остальной, второй этап, до Нового года. Мы проводим работы по благоустройству территории на въезде в город. Запланировали до середины 2026 года территория до поворота на Старый поселок по правую сторону будет полностью благоустроена. Это тротуарная плитка, бордюры, значит, зеленые насаждения. По левую сторону, там, где республиканская больница, светофор, если ехать на выезд из города, есть торговые объекты, из-за которых у нас ежедневно образуются заторы. У нас есть уже техническое решение о том, как избежать эти заторы. Уже мы это спроектировали, эскизный проект готов. Будем в этом году уже, значит, проводить работы по расширению проезжей части. В новом районе идет реконструкция парка. Нижний Новгород занимается реконструкцией, подрядчики также из Нижнего Новгорода ежедневно в тесном контакте с нашими сотрудниками, там проводятся работы. Были определенные вопросы по дренажной системе и по коммуникациям, которые проходят по этому парку. Мы договорились с нашими партнерами о том, что они привозят нам материал, а мы своими силами все коммуникации заменим в этом парке. Работа идет в тесном взаимодействии с экологами, так как в парке очень много зеленых насаждений. И еще будут досаживаться деревья, поэтому к этой работе наши экологи тоже приобщены. По реконструкции набережной Диаскуров проектирование завершается, и по нашим прогнозам 15 октября уже подрядчики будут готовы приступить к реализации данного проекта. Также у нас предстоит реконструкция причала Рица по вашим договоренностям согласно с российскими коллегами. Проектирование на причала завершается, все изыскания уже проведены. Сейчас у нас в планах по дорожной инфраструктуре это улица Войнахская. Значит, коммуникации на этой улице были заменены еще в 2023 году, но не было переключения на новые коммуникации. В этом году, буквально месяц назад, водоканал переключил все население на новую линию. Сейчас мы заглушим старую линию и буквально в течение недели начинаем капитальный ремонт дороги. Сейчас проводятся работы по улице Пушкина, это у 10-й школы. И также эти работы будут продолжены на улице Лакоба.
То есть вокруг 10-й школы мы благоустроим все тротуарные зоны. Также на улице Пушкина от улицы Ардзенба до Ботанического сада будут восстановлены все тротуарные зоны. Таким образом, у нас вся улица Пушкина до конца года будет благоустроена. Там, где пришлось демонтировать зеленые насаждения, которые росли аварийные, по заключениям экологов. Мы высаживаем новые деревья. Также хотел проинформировать вас о том, что в 2026 году мы запланировали высадку 500 деревьев по городу Сухум. Ремонт кровель по городу Сухум продолжается. Сейчас идут работы на улице Воронова, также на улице Эшба, 2 дома, и переходим на улицу Званба. Мы с вами были на этой улице после стихийного бедствия, после урагана. Обещали людям, что мы до конца года отремонтируем кровлю. И вот сейчас, буквально в этом году, из тех работ, которые мы наметили по кровлям, остается улица Званба, которую мы тоже до конца года планируем выполнить. Было ваше поручение по улице Званба отремонтировать канализацию и водопровод. Канализацию и водопровод мы уже отремонтировали. Нам остается ливневый коллектор и вложить асфальт. По вашему поручению, во исполнении закона об абхазском языке в городе Сухум демонтируются все рекламные вывески, на которых нет абхазского языка. Демонтировано уже более 200. И эту работу ежедневно продолжаем. По вопросам энергетики у нас в городе Сухум 5 водных понижающих станций, 4 из которых закрыты для выдачи технических условий, 9 распределительных станций и 325 трансформаторных пунктов. По платежам на 2025 год уровень собираемости с физических лиц достигает 38,5%. Уровень собираемости с юридических лиц достигает 81,5%, но я думаю, до конца года эта цифра еще будет выше, и постараемся к 90% подойти. В столице продолжается работа по установке приборов учета. На сегодняшний день охвачено около 13 тысяч абонентов из запланированных 29 тысяч. Мы считаем это значительный шаг на пути к модернизации системы энергоснабжения и повышению эффективности использования электроэнергии в городе. Ведется работа оперативного штаба, она была продолжена буквально 2 месяца назад. За этот период проверено оперативным штабом более 450 объектов, на которых выявлено очень много нарушений по незаконным подключениям, по трехфазным подключениям, на которые собираются материалы, передаются в госстандарт Черноморэнерго для того, чтобы были предприняты меры. Благодарю за информацию. Действительно, в городе сегодня проходят масштабные работы по реконструкции, восстановлению всей той инфраструктуры, откровенно говоря, уже ветхой инфраструктуры. И, конечно же, надо усилить свою работу в этом направлении для того, чтобы создать благоприятные условия, комфорт для жителей нашей столицы. Что касается дорог, мы наблюдаем за тем, как активно, даже несмотря на то, что эти работы не заложены в текущем году, вы начали реконструкцию ряда дорожных покрытий. Вы знаете, что и республика оказывает содействие. Мы в рамках наших договоренностей с Российской Федерацией, незапланированных, так скажем, работ, мы предусмотрели в этом году начало восстановления таких улиц, как 30 сентября на Новом районе. Это, по сути, можно ее назвать бульварной дорогой. Там 2 улицы 30 сентября, также по улице Агарба, улицу Фазилия Искандера. Я считаю, что это очень важные, приоритетные направления. Тимур Михайлович, значит, прошу вас предусмотреть, запланировать мероприятия также по реконструкции дороги уже на следующий год улицы Гумистинская. Я считаю, что это очень важная магистраль городская. Также хотел бы отметить, что сегодня
Есть вопросы, проблемы, связанные с созданием условий в многоэтажках. Это лифтовое хозяйство. Давайте вместе подумаем. Может, мы сумеем предусмотреть денежные средства в рамках восстановления лифтового хозяйства, в рамках реализации инвестпрограммы предыдущих лет более 160 мероприятий проведено. Давайте подумаем, разработаем целевую программу по лифтам. Я думаю, что сейчас как раз идет формирование бюджета, и необходимо предусмотреть такого рода деятельность в вашем направлении. Есть определенные вопросы, связанные с обеспечением и очисткой русел, рек, которые проходят на территории города Сухум. Знаю, что вы эти работы активно проводите. Русла рек, таких как Басла, еще несколько, вы провели работы, есть определенные затраты. Я считаю, что это тоже очень важное направление. Прошу обратить у вас внимание на русло рек, которые проходят в Синопе. Я знаю, что вы эти работы проводили. Необходимо еще раз посмотреть, чтобы там не было угроз затопления жителей города Сухум. Тимур Михайлович, я считаю, что и это довольно-таки справедливо, что город Сухум должен обрести свой исторический облик, былую славу самого чистого города. В этом смысле эти работы я наблюдаю, что столичная администрация реализовывает. Вы совершенно правильно и справедливо отметили, что республика вам помогает и будет помогать, в том числе и с закупкой техники. Премьер-министр информировал нас о том, что есть необходимость поддержать город Сухум, и мы обязательно будем помогать и дальше Сухуму. Значит, и, конечно же, надо подумать, Тимур Михайлович, еще об одном очень важном объекте, который расположен в городе Сухум. Это объект расположен на площади Свободы. Объект, который более 30 лет находится в плачевном состоянии, фактически портит облик нашей столицы. Тимур Михайлович, давайте поступим следующим образом. Я даю вам поручение объявить конкурс на лучший проект здания, которое будет располагаться на этой площади, с учетом того, что два крыла, расположенных по бокам, являются объектами историко-культурного наследия. С сохранением этих крыльев, значит, реконструкция, воссоздание, возможно, строительство нового архитектурного объекта для того, чтобы наш город приобрел совершенно другой внешний облик. Считаю, что это должно в какой-то части даже стать символом и возрождения не только нашей столицы, но и всей нашей страны. Это очень важный, главный проект, который мы с вами должны реализовать за то время, которое нам поручено быть полезными для нашего государства. Бадрас Урабович, ваше поручение об объявлении конкурса на лучший проект строительства здания на площади Свободы мною будет обязательно согласован с градостроительным советом при администрации города Сухум, и будет объявлен конкурс на лучший проект с учетом объектов, которые входят в список объектов историко-культурного наследия. Это боковые части этого здания, исторические, с учетом охраны памятников историко-культурного наследия будет принято решение, которое мы обязательно вам доложим. Также вы давали поручение взять на контроль реализацию ваших поручений бизнес-сообществом на объектах, на набережной. Это объект ресторан «Амра» и гостиница «Абхазия». Мы держим на контроле по гостинице Абхазия и по причалу, и ресторану «Амра». Изыскания уже проведены, и в ближайшее время бизнесмены приступают к проектированию
данных объектов с учетом сохранения их исторического облика. По вашему поручению заложить средства при формировании бюджета на ремонтные работы по улице Гумистинской также в стадии реализации. Сейчас наши службы составляют сметную документацию на замену всех коммуникаций на улице Гумистинская. По ней у нас проходит много коммуникаций, так как новый район у нас очень густонаселенный район. Будем исходить из тех возможностей, которые есть у администрации города, и какую-то часть на реализацию этого проекта мы заложим в бюджет 2026 года. Также будем обращаться в том числе и к вам для того, чтобы заложить в какие-то программы капитальный ремонт данной улицы. Тимур Михайлович, еще раз хотел бы отметить, что действительно объем работы и объем нагрузки в городе очень высокий. Необходимо всячески сохранить жизнедеятельность города, улучшать качество жизни людей, и обязательно необходимо сосредоточить все усилия на ежедневной работе. Вы совершенно быстро и оперативно информируете меня о всех тех проблемах, которые существуют в городе. Мы постоянно в рамках постоянного взаимодействия, и давайте держать тот уровень высокой степени организации, которую мы сегодня наблюдаем, и далее усиливать эту работу на благо жителей нашей столицы.